Доброе утро, дорогие друзья. Хайрлы иртэ, кадерлы достар. Всем здравствуйте. Мы начинаем очередной выпуск программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Почему мы это делаем? Потому что 9 часов утра в Башкортостане, и сегодня очередной будний день, а именно четверг, 11 сентября 2025 года, безусловно. 11 сентября – это что за дата? Это дата, которая сразу отсылает нас воспоминаниями, например, в 2001 год, когда случились атаки на Соединенные Штаты, на башни-близнецы и другие объекты. Помним, как тогда события разворачивались. Понятно, что это было в другом мире буквально, совершенно другие были обстоятельства. Межгосударственные отношения по-другому выглядели, и цели и задачи, скажем так, мировых лидеров выглядели иначе. Как мы дожили до сегодняшнего дня, остается лишь догадываться. Впрочем, определенные догадки, надо сказать, у нас с вами традиционно есть. И не то, чтобы мы совершенно не понимаем, что произошло, и не понимаем, что делать дальше. На самом деле понимаем, просто нет для этого сил и средств, нет для этого ресурсов, поскольку зло буквально в абсолютном виде, оно оказалось на данном историческом этапе сильнее, изворотливее, хитрее. И, соответственно, на какой-то явно не очень короткий период, это как минимум, а может быть даже и больше, именно зло заправляет всеми процессами вокруг нас. Но даже несмотря на это мы держимся, мы встречаемся с вами здесь, чтобы каким-то определенным оптимизмом заряжаться благодаря друг другу. Поэтому я напоминаю про чат. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, сообщения, реплики в чате нашей трансляции. Так, что тут уже и вопрос поступает от Альберта Абдулина. Что вы думаете об убийстве в США сторонника Трампа Чарли Кирка? Я, к сожалению, ничего не думаю. Я об этом только что узнал секунду назад. Я не знаю, кто это такой. Могу лишь абстрактно комментировать в общем и целом. Убийство – это, скажем так, особенность политической жизни в США. Исторически так было, что уж поделать. Не то, чтобы там каждый день убивают политиков, но так или иначе это всегда происходило и в 19 веке, и в 20 веке. Убивали президентов в том числе, и уж каких-то таких политиков помельче убивали намного чаще. Оружие доступно, оружие – это часть национального кода Соединенных Штатов, каждый может им обладать, поэтому, разумеется, предотвратить все такие убийства невозможно. Соответственно, каждый, кто в Америке этим занимается, должен быть к этому готов, наверное, так. Какие-то глубинные сверхцели, какие-то теории заговора, наверное, искать тут глупо. Но тут разбираться надо, конечно же. Пусть, как говорится, сами американцы что-то на эту тему скажут. Является ли это частью политической борьбы, или это просто речь о том, что какой-то сумасшедший фанатик выстрелил в того, кто ему лично не понравился? Да всякое может быть, кто его знает. Я бы не переоценивал значение такого рода событий. Как-то так. Так. Тут и Азат вспоминает 11 сентября, про детство пишет, как пришел смотреть мультики, и тут их прервали, начали прямой эфир с Нью-Йорка. Я тоже тот вечер хорошо помню, был теплый сентябрьский вечер в Уфе. И мы закончили учебу в университете, но это уже был вечер, то есть учебу-то мы закончили давно, потом, не отрываясь, смотрели репортажи. Да, было очень любопытно. Давайте, кстати говоря, посмотрим новости в стране и в мире по итогам дня вчерашнего. Убийство в Америке вошло ли в этот сюжет? Я думаю, что вряд ли. Но там вошли другие любопытные события с Соединенными Штатами и с другими странами. Нарушившие воздушное пространство Польши дроны не имели взрывчатых веществ, сообщает польский телеканал ТВН со ссылкой на прокуратуру страны.
Всего были обнаружены обломки 12 беспилотников. Военный обозреватель издания «Вот так» Иван Лысюк считает, что дроны могли быть запущены с территории Белоруссии, где идут совместные российско-белорусские учения. Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по России, сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во время встречи в формате «Рамштайн». По его словам, Берлин также профинансирует производство дальнобойных дронов в Украине. В рамках этой инициативы Германия заключит, по словам Писториуса, ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро. Евросоюз вряд ли введет стопроцентные пошлины в отношении Индии и Китая, несмотря на призывы США, рассказали Reuters источники в Евросоюзе. Собеседники агентства назвали такие пошлины рискованными и отметили, что проще наложить санкции на конкретные организации. Ранее издание Financial Times сообщало, что президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз ввести пошлины на товары из Индии и Китая, чтобы оказать давление на Кремль. Евросоюз может ввести санкции против китайских нефтеперерабатывающих заводов за покупку российской нефти, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Новые ограничения коснутся также компаний из третьих стран, помогающих России обходить санкции, включая банки из 2 стран Центральной Азии. Новый пакет санкций против России может быть представлен уже в эту пятницу. Московская криптобиржа Garantex, которая еще в 2022 году попала под санкции США и Евросоюза, выстроила децентрализованную систему отмывания денег, сообщает проект Transparency International Россия. Платформа помогает выводить россиянам деньги за границу и участвует во ввозе товаров двойного назначения. Аналитики отмечают, что структуры Garantex продолжают работать в том числе и в странах Евросоюза. Государственное бюро расследований Украины обвинило директора ФСБ России Александра Бортникова и главу МВД России Владимира Колокольцева в причастности к разгрому Майдана. По версии следствия, по их указанию в Киев приехала группа сотрудников российских спецслужб. Они участвовали в планировании силового разгона протестующих, а также помогали украинским силовикам скрываться от правосудия. В России суд обязал Министерство обороны выплатить по 500 тысяч рублей компенсации 2 потерпевшим из-за крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске. Самолет упал возле многоэтажного жилого дома в 2022 году. При крушении погибли 16 человек. При этом вину экипажа и должностных лиц так и не доказали. Уголовное дело в отношении них было закрыто. Вот такую подборку новостей мы имеем по итогам дня вчерашнего, среды, 10 сентября 2025 года. Ну что ж, ваши комментарии вижу, и, кстати, даже есть что добавить. Вот, например, Стобавовна пишет, что вчера вечером Билайн устроил Непал в нашем районе. Не было интернета с 8 вечера и до утра. И я вам скажу, что больше, не только Билайн, и, наверное, не только в вашем районе конкретно, хотя я не могу сказать, что по всей территории Башкирии, но во многих местах интернета действительно не было. Где-то до утра, как вы пишете, а где-то его не было с вечера и до часу-двух ночи. Это свидетельство очевидцев конкретных, и там речь не только про Билайн, но и про все виды интернета, включая стационарный интернет на дому от Башинформсвязи или Ростелекома, в том числе интернет от Мегафона не работал. И на эту тему рассылаются пояснения, так сказать. Не то чтобы это гарантированно официальная версия, но она очень близка к той, что мы с вами прекрасно понимаем, что пишут людям и как это у людей в голове теперь откладывается. Значит, в России появился новый способ борьбы с террористическими угрозами, исходящими с территории Украины. Кратковременное замедление или ограничение мобильного интернета.
В последнем теракте незалежные против стратегических бомбардировщиков России использовались FPV-дроны, которые запускались непосредственно рядом с аэродромами, а вражеские беспилотники имели российские симки и управлялись через мобильный интернет. Вот так вот, ограничение мобильного интернета стало вынужденной мерой, чтобы не позволить вражеским дронам, имеющим российские симки и навигацию, поражать мирные цели, а также промышленные, социальные, хозяйственные и стратегические объекты. Как только интернет-провайдеры получают сигнал о возможном появлении смертоносных беспилотников, мобильный интернет отключается, замедляется. В общем, вот так. И у наших сердобольных граждан, как я успел заметить, совершенно неадекватная реакция возникает на это. Они действительно винят в своих проблемах в отключениях интернета врага, так сказать, да, и вражеские дроны. То есть дальше своего носа не видят и видеть не хотят. Распутывать причинно-следственные связи, даже хотя бы на еще один шаг дальше, для них является какой-то сверхзадачей, которую то ли в целях моральной самозащиты, то ли из-за отсутствия элементарных возможности мыслить они не включают. И в результате во всем виноваты украинцы, которые, видите ли, не дают покоя обычным мирным жителям, каковыми считают себя жители конкретно нашей республики. Но я абсолютно убежден, что наши зрители все-таки понимают истинные причины произошедшего и относятся с пониманием, скажем так, к происходящему. Вот. Да, это все непросто, переживать зачастую это вызывает трудности, но, по крайней мере, вот от вас, дорогие друзья, я ни разу не слышал каких-то претензий в адрес тех, кто защищается. Вот. Но, с другой стороны, опять же, еще одна грань всей этой истории. Мы понимаем, что, пользуясь случаем, наша власть, конечно же, усиливает способы влияния на свободы граждан. И теперь уже отработаны все возможные механизмы для того, чтобы можно было интернет отключать напрочь, на любые сроки и не возвращать его вовсе. Взять хотя бы тот факт, что все больше анонсируется список сайтов, которые остаются доступными даже при блокировке интернета. Разумеется, этот список очень неширокий, и он исключительно внутрироссийский. Там госуслуги, какие-нибудь банки. Был слух, что платформа Фонбет для того, чтобы делать спортивные ставочки, также в этот список вошла. Но, впрочем, формирование данного перечня все еще продолжается, поэтому посмотрим. Так или иначе, держитесь, дорогие друзья. Это такова реальность, скажем так, к которой так или иначе нужно привыкать. То ли еще будет, хочется добавить словами из песни великой певицы Аллы Борисовны Пугачевой, которую я не зря упомянул. Дело в том, что вчера вышло большое интервью Аллы Борисовны журналистке Екатерине Гордеевой, которое лично я посчитал долгом посмотреть от и до. Правда, не успел закончить, где-то половину осилил вчера вечером, что рекомендую всем и вся. Мне кажется, Пугачева – это человек больше, чем просто певица. Да? Это действительно во многом, скажу банально, великая женщина во всех смыслах. Вот. Человек, чья жизнь и творчество прошла через жизнь, становление многих поколений, скажем, меня не обошло данное обстоятельство. Я как-то рассказывал, что когда отец купил первый кассетный магнитофон, в нашей семье он появился довольно поздно, в 1987 году, то в придачу к магнитофону «Россия», так назывался он, шла кассета Аллы Борисовны «Ах, как хочется жить» 1984 года. Альбом был с песнями «Миллион алых роз» и прочее. В общем, для меня это вот определенная часть культурного кода буквально с 5-летнего возраста. Но не это, конечно, важно. Важно, что эта женщина всегда старалась, и у нее это получалось, говорить то, что думает, и всегда думала она, знаете ли, довольно-таки
Правильно, видя опять-таки дальше своего носа и не боясь последствий своих мыслей. В разное время это было. Кстати, забылись эпизоды довольно-таки героические даже из ее биографии. Например, большой концерт для ликвидаторов Чернобыльской аварии, который она дала в 1986 году, уже после аварии, прямо-таки на месте событий в городе Припять, который к тому времени уже был расселен, но рабочие со всего Союза, опять же, не только рабочие, там разные люди были, которые восстанавливали эту историю, тоже нуждались во внимании. И это внимание оказала Пугачева вместе со своими коллегами, среди которых, например, было трио «Экспрессия» Бориса Моисеева. Все это важно, мне кажется, помнить и знать. Так, что вы думаете о той конспирологической версии, что якобы это сами спецслужбы США устроили взрывы башен-близнецов? Сомневаюсь. Я смотрел фильмы с так называемыми расследованиями. Мягко говоря, меня они не убедили. Вот. И Азат пишет, что никогда особо не следил ни за ней, ни за Галкиным, но обоих очень уважаю за их позицию и за то, что они остались людьми. Вот поколение помоложе как-то, может быть, да, не совсем на них обратило внимание. В нашем случае и «Звездный час» Максима Галкина пришелся, ну, скажем так, на сознательный возраст. Например, в 2001-2003 годах он был не просто популярным комиком на федеральных каналах, он был звездой номер один. Я прекрасно помню новогодние вечера, когда в лучший прайм-тайм с 22 часов до 24 шли сольные концерты Галкина на федеральном канале, на первом в основном. То есть это вот, понимаете, да, Галкин был везде. Ну и, соответственно, Пугачева уже к тому времени была в том статусе и возрасте, когда ничего доказывать ей не было необходимости. В общем, как-то так, да, в нашем культурном коде, конкретно в моем, конечно, оба этих человека остались значимыми героями. Больше скажу, мы с ребятами в университете на фоне популярности Галкина пытались пародировать пародиста, и у нас порой это получалось. И когда мы включали свой импровизированный концерт где-нибудь в общественном транспорте, прохожие говорили, что вы не хуже Галкина справляетесь с пародированием политиков. Голосами Жириновского, Бориса Николаевича Ельцина, Путина и прочих мы импровизировали, надо сказать, не готовились, но довольно смешно получалось. И это было с его подачи. Вот. А когда он приехал на гастроли и выступал в ДК юбилейном в Уфе, разумеется, ни денег, ни возможности попасть на концерт не было, но мы с приятелем поджидали его у выхода, значит, в сторону трамвайных путей, значит, из юбилейного, чтобы автограф взять. А поскольку его, разумеется, обступили фанатки прежде всего, подступиться было нельзя, так вот я из-за угла голосом Бориса Николаевича Ельцина громко сказал, чтобы Максим обратил внимание на своего президента. И тот услышал, и, конечно же, руку протянул и дал мне свой автограф. Это где-то январь-февраль 2002 года. Вот такие любопытные воспоминания. Галкин поддержал протесты на Куштау. Совершенно верно. Вообще, именно с его обращения началось вот это вот прямо уже ключевое, знаете ли, развязка пошла. Я прекрасно помню, как мы шли на гору, подходили уже буквально, уже интернет начинал пропадать, и появилась новость о том, что Галкин записал видеообращение. Через 2-3 часа уже все случилось. Имеется в виду, ситуация была разрешена полностью. Так, Алла настоящая рок-стар, пишет адвокат Павел. Спасибо. Вот, вы пишете, Рамиль, не было интернета на Мегафоне до часу ночи. Вот я как раз об этом и говорю. Именно такая информация у меня. У разных провайдеров, получается, ситуация по-разному разворачивалась. Все понятно. А были ли беспилотники, спрашивается? Вот что-то про это я новостей не видел. Может быть, я что-то пропустил? Или это, опять же, просто так, учение, испытывание на прочность, как угодно можно называть. Ой.
Так, не думал, что доживу до момента, когда Пугачева покажет себя более несистемной и оппозиционеркой, чем картонные бунтари, рокеры Кинчев, Сукачев, Чечерина, Бутусов, Шахрин. А были ли они бунтарями-то? Даже когда они занимались вот этим прославленным советским роком 80-х годов. Ну, Бутусова я вообще за скобки выношу. Он вообще не имеет отношения к творчеству Наутилуса того времени. Илья Кормильцев звали идейного вдохновителя и автора текстов. Бутусов просто пел. А с пониманием процессов, мне кажется, у него вообще все не ахти. Остальные, ну что, я, опять же, бунтарями их не воспринимал, слушайте, хотя я был тогда маловат. Ну, Шевчук, например, тот же наш замечательный, он на их фоне тогда уже выглядел более предпочтительно, а время доказало, что именно он был и остается человеком, в отличие от этих товарищей. Ну, а Чечерина, так это вообще попса, буквально, да, она возникла лишь в 2000 году, хорошо это помню, с песней «Тулула», а потом поучаствовала там в «Брате». Ну и дальше пела, в том числе с Би-2 дуэтом, это уже совсем другая история. О каком-то бунтарстве тут говорить не приходится. Так, Павел пишет, что был год назад на месте сегодняшнего убийства республиканца. Известное место митингов, что ли? Интересно. Сообщайте нам, Павел, вы, наверное, будете быстрее и больше в курсе событий, что ж там скажет на этот счет полиция, политики. Вот, будут ли какие-то версии, может быть, уже прямо сейчас, хотя сейчас поздно, наверное, да, у вас, и ждать каких-то новостей до утра вряд ли приходится. Ну что ж, давайте пройдемся по новостям в Башкортостане, надо на них обратить внимание. Любопытно протекает, с позволения сказать, политическая жизнь. Ну, на самом деле, конечно, нет, но формально, да. Суд признал легитимной прошедшую весной конференцию башкирского отделения КПРФ. Что, спрашивается, не так? Почему вообще суд занимается этим вопросом? Дело в том, что несколько активных коммунистов, Андрей Ларионов, Раис Хафизов, Ильнур Аюпов, а также Рафаэль Рахимов и Сергей Меркулов требовали у суда признать нелегитимной мартовскую отчетно-выборную конференцию Республиканского комитета КПРФ, на которой, в числе прочих, на пост первого секретаря переизбрали вновь Юнира Кутлугужина, который возглавляет коммунистов в ВРБ с 2014 года. Также были переизбраны Бюро Республиканского комитета, контрольно-ревизионная комиссия и делегаты республики на Федеральный съезд КПРФ. По мнению истцов, собрание было нелегитимным, так как партийцы не уведомлялись о готовящемся мероприятии, а также его повестке. Кроме того, утверждали истцы, было нарушено представительство делегатов, принявших участие в конференции. Заявители считают, что местное отделение партии представителей не выдвигали, что повлекло отсутствие кворума. Позиция ответчика заключалась в том, что мартовская конференция была лишь вторым этапом собрания. Ну, в общем, много разных формальных отмазок применили в руководстве Рескома и отстояли свое доброе имя, с позволения сказать. И тут я не могу не воскликнуть, не удивиться активностью некоторых коммунистов. Мы прекрасно знаем, что КПРФ из себя представляет. Что представляет из себя конкретно Юнир Кутлугужин и руководство Башкортостанского рейскома. Приспособленцы, конформисты и, в общем-то, одна из многочисленных голов правящей партии. Таковыми они были и являются. Никаких секретов в этом нет. Ну а что рядовые партийцы? Я понимаю, среди них есть искренние такие вот, знаете, коммунисты, ну и реально оппозиционно настроенные к нынешнему режиму люди. Вот неужели они думают, что с помощью членства в этой партии можно реально отстаивать какие-то политические интересы? Партия давно сдала и своих сторонников, и собственные интересы и позиции. И, конечно же, она не будет идти поперек батьки в пекло.
как можно пытаться добиться вообще какой-то справедливости и последовательности в плане оппозиционной деятельности от коммунистов. Ни от одной из действующих партий ничего подобного добиться, конечно, нельзя. Это все филиалы «Единой России», имеющие каждая свою цель и задачу. Коммунистическая партия, в частности, до сих пор имела важную цель утилизировать протестный потенциал старшего поколения, скажем так, да, под свое крыло собрать там недовольных пенсионеров, ту часть пенсионеров, которая остается недовольной, и под шумок, значит, утилизировать их недовольство. Все. Там для каких-то, знаете ли, шовинистически и националистически настроенных россиян есть ЛДПР, ну, по крайней мере, таковой была при, значит, Жириновском. Для совсем невменяемых и неадекватных есть Миронов, значит, со своей «Справедливой Россией». В общем, на все случаи жизни найдутся так называемые оппозиционеры, созданные и существующие для отвода глаз. Поэтому никакого смысла заниматься политикой сейчас не осталось. Последний раз этот смысл был, когда прошли в 2021 году митинги в защиту задержанного и арестованного Алексея Навального, которому уже не суждено было выйти на свободу. Так. Ох, интересные тут воспоминания от «Ведомостей». Песня «Мой брат Каин» Кормильцева сейчас очень в строку рассказывает, как течет кукуха у возвратившихся ветеранов войны ПТСР. Точно, вспоминаю. Или песня группы «Телевизор» «Твой папа фашист». Актуально. Надо переслушать, знаете ли. Вы не видели новый ролик Миронова? Это просто настолько плохо, что даже хорошо. Если вы про ролик, где Миронов создан искусственным интеллектом, то я видел как бы его в Инстаграме, промелькнул. Особо не вникал, конечно. Недавно, знаете ли, буквально расстройством обнаружил, что депутатка из Камчатки, бывшая ведущая ВГТРК Александра Новикова, вступила в «Справедливую Россию». Ужас какой-то. Коммунисткой вроде была. А это та самая девушка, которая несколько лет назад в голос рассмеялась, читая новости о том, как, значит, повышаются выплаты местным жителям там, по решению местных депутатов. Она зачитывала, что там 18 рублей в год добавится на санаторно-курортное лечение. И далее по списку. Потом засмеялась, видео завирусилось, она была вынуждена уйти из телевидения. Вот, и начала какую-то активность, значит, в политическом поле, на выборах прошла там в местное ЗАГС-собрание. И вот, казалось бы, человек перспективный, неравнодушный, судя по всему, вменяемый, казалось, и вступает в «Справедливую Россию». С другой стороны, а куда? Да, из-за тех партий, которые остались, ну, может, хотя бы в новых людей. Ну, блин, это сорта одной и той же субстанции на самом деле, конечно же. Ну, все-таки, ну, зашквар. Сергей Миронов, ну, особенно на фоне войны, совсем уж берега потерял, знаете ли. Хотя действительно было время, когда «Справедливая Россия» выглядела чуть-чуть более или менее адекватнее на фоне других. Я сейчас вообще молчу про 2011 год, когда Миронов на Болотной площади даже выступал. Это совсем как бы другая история. Что тогда на него нашло, остается догадываться. Но тогда Миронов и некоторые справедливоросы буквально были нога в ногу с Навальным и со всеми остальными. Дальше, конечно, все пошло в другую сторону. Ладно. Значит, вот, про коммунистов сказали, про партии тоже пообсуждали. Дальше. Уфа-1 пишет, что несмотря на все наши ощущения, что в некоторых секторах экономики все в порядке, пишут, что это не так. Вот вспомните, да, мы всегда говорим, что сфера обслуживания у нас в России, в Уфе, в частности, чувствует себя неплохо, ресторанный бизнес, в частности, процветает. А вот тут они почему-то пишут, наши коллеги, что в Уфе массово закрываются кафе и рестораны. Приводят целый список заведений. Некоторые из них мне хорошо знакомы, но я прекрасно знаю, что они закрыты не по экономическим соображениям, а по соображениям смены
форматов. Это заведения лидер-групп, такие как, значит, паб Дублин на проспекте Октября 4, в фирме «Мир», так скажем, и другие похожие заведения. Но тут список большой, большой, большой. Большую часть наименований я не знаю и не помню, и не застал, а может быть и не знал. Дело в чем? Значит, у эксперта по ресторанному бизнесу Владимира Скрипника мы узнали, с чем связано такое количество закрытий. Тут больше 20, к слову говоря. И пора ли бить тревогу. Оказывается, выручка и посещаемость упали в этом году у всех рестораторов, утверждает Скрипник. И мало кто может похвастаться неплохими показателями. Как говорит Скрипник, тенденция к закрытиям напрашивалась уже давно. В этом году все рестораторы ощутили спад выручки, а некоторые просто устали вести бизнес из-за ряда проблем. Есть единицы заведений, которые могут сказать: в 2025 году у меня все хорошо. Многие из рестораторов из списка в личных беседах сообщали, что просто выгорели, нет больше сил тянуть данный бизнес. Также сказываются проблемы с персоналом. Найти хороших специалистов любого профиля в сферу общепита сейчас настоящая проблема. Многие просто решили не продлевать договор аренды, которая уже регулярно растет. Да, аренда имеется в виду. При этом поток клиентов в кафе не увеличивается. Вот так вот. Так что кто-то, если скажет, что зря мы тут раздуваем из мухи слона, это не совсем так. Считалось экспертами, что вот эта сфера, которая прочно вошла в жизнь городских жителей России, она будет страдать, чуть ли не в последнюю очередь, потому что люди привыкают к хорошему и хотят иметь вот эту вот отдушину, скажем так, когда можно прийти, расслабиться, поесть, попить, там, отдохнуть. Вот. Но они уже уходят из этих заведений. О чем это может говорить? Наверное, о том, что денег на это не хватает. Плюс какие-то другие обстоятельства, какие-то тревоги, страхи, наверное, есть, да? В общем, пишите, что вы об этом думаете, как обычно. Так, дальше двигаемся. IT-сферу мы затрагиваем с вами буквально каждый день. Тем временем в Уфе вычислили неких криптомайнеров. Пишут пруфы со ссылкой на другие официальные источники. На территории садоводческого некоммерческого товарищества «Журналист», и такое есть, оказывается, в Кировском районе Уфы была выявлена крупная нелегальная майнинговая ферма. Об этом сообщили в пресс-службе Башкирэнерго. Вот оно что. Злоумышленники осуществили самовольную замену силового трансформатора на трансформаторной подстанции. Кроме того, к помещению, где размещалось майнинговое оборудование, были подключены 3 кабельные линии. Это привело к колоссальному неучтенному потреблению электроэнергии. Суммарный ущерб, оцененный компанией, составил более 8 миллионов рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело. Теперь преступникам предстоит ответить по всей строгости закона и возместить причиненный ущерб, заявили в пресс-службе. Ой, ну вот, как бы до сих пор, видимо, майнинг имеет смысл. Я не сильно, конечно, в этом вопросе разбираюсь, хотя когда все это впервые стрельнуло, где-то на рубеже 17-18 годов, пришлось, конечно, почитать, повникать немножечко, но казалось, что производство криптовалют с помощью майнинга, оно уже как-то сейчас усложнилось, как минимум, да, то есть нужно более продвинутое оборудование. А продвинутое оборудование, как мы знаем, в Россию не поставляется легально. А тут еще и электричество накачали нелегальным способом. Очень интересно. Так. Интересное наблюдение у Азата, опять же. Парень из Уфы, он тоже в Испании, занимается рекламой в Телеграм. Он говорит, что Z-каналы вообще низкая конверсия и не платежеспособное население, и не хочет учить языки. Интересно, в смысле, а это население где? Оно в эмиграции или где?
Может быть, вы имеете в виду, что это аудитория внутри России, зетники, и когда рекламируются в их каналах какие-нибудь языковые курсы, никто их не учит. Ну, тут людей можно понять, они, в принципе, и раньше не собирались никуда уезжать, и теперь они тем более понимают, что они никуда не поедут, зачем им языки. Тут, как говорится, в этом смысле я даже этих людей понимаю, в общем, сам был в этой позиции. Так, дальше двигаемся. Ну вот, по поводу зетников, да. В Башкортостане хотят облегчить поступление участников СВО на муниципальную службу. Вот и так их толкают, и эдак прут. Но вот все никак не получается нормально, значит, занять СВОшниками управленческие позиции. Оказывается, и в законах есть проблемы с этим связанные. По словам Толкачева, новелла расширит круг претендентов на муниципальную службу. В их число, полагает председатель парламента, могут войти участники СВО, обладающие, по его мнению, такими качествами, как ответственность, дисциплина, умение работать в команде и достигать поставленных целей. Оказывается, сейчас на некоторые должности есть, ну, скажем так, критерии дополнительные там по образованию, по стажу работы и прочее. Из-за этого СВОшник, который там, условно имеет 3 класса образования, как бы не подходит. А надо. И вот поэтому, соответственно, вводят поблажки. Теперь можно будет становиться чиновниками, ну, буквально без образования, без опыта работы. Ну что ж, флаг в руки, как говорится. Ну а на фоне психологических проблем населения в целом, в некоторых школах Уфы открывают кабинеты психотерапевтов. Пока речь всего лишь про 4 образовательных учреждения, номер 7, номер 80, 127 и 5. Об этом официально сообщает Минздрав Башкортостана. Кабинеты психотерапевтов нужны для того, чтобы школьники могли получать помощь и поддержку, не отвлекаясь от учебы, отмечают в Минздраве. Врач-психотерапевт и медицинский психолог будут принимать амбулаторно. Они будут в том числе заниматься профилактикой аутоагрессивных действий, на ранних стадиях выявлять невротические и депрессивные состояния, а также поддерживать педагогов в борьбе с эмоциональным выгоранием. Всего планируется создать в школах 13 амбулаторных психотерапевтических кабинетов. Так себе, конечно, в общем масштабе. И ничего не сказано о том, как ребят убедят в том, что этим товарищам можно доверять, что к ним можно и нужно обращаться в сложных жизненных ситуациях. Об этом история совершенно умалчивает. Может быть, мы чего-то не знаем, их специалисты сказали бы иначе, но, опять-таки, выглядит это все каплей в море. На этом фоне, опять же, с начала года в Башкортостане 250 детей временно поместили в приюты. Любопытные цифры, опять же, официально озвучиваются Ленарой Ивановой, министром семьи и соцзащиты. Дети временно живут в приютах и центрах содействия семейному воспитанию в тот период, когда родителям, чаще всего одиноким, например, требуется справиться с зависимостью, либо необходимо уехать на работу по вахте или возникает любая другая экстренная ситуация, когда детей не с кем оставить. В это время с ребенком занимаются воспитатели и педагоги. Он также продолжает посещать школу. Также, если нужно, оказывается помощь семье. В настоящее время в республике насчитывается всего 9468 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это официально меньше на 635 единиц, чем годом ранее. Каким образом удалось улучшить эту официальную статистику, Башинформ умалчивает. Но опять-таки мы должны понимать, что эта проблема, она есть. И, скорее всего, в глобальном тренде она будет только усиливаться, просто потому что мы знаем количество отцов, например, которые гибнут бессмысленно в известных местах. Кайырлы ерте пишет Агуллак Ванухи. Видимо, по-казахски, да, вы пишете? Салем. Ну да, по-моему, это казахский язык. Хайрле ирте, скажу я вам по-татарски или по-башкирски. Спасибо, что вы с нами.
Так, оппозиционные каналы платежеспособные, реклама дороже стоит, пишет Азат. Ну ж, подскажите другу, пусть привлечет рекламодателя в наш канал. Ну, хоть кто-нибудь пусть рекламу разместит, ну, хоть какую-то. У нас как-никак есть какая-то аудитория. Пусть не огромная, но есть. И не помешает. Этим заниматься некому, никто не знает как. Из нас, по крайней мере, 2,5 человек. Но рекламодатели нам бы не помешали. Вот. И вообще, в принципе, поддержка нам нужна любая. Не знаю, рублем, евроцентом, долларом, чем угодно. Мы очень нуждаемся в этом. Потому что если нам в ближайшие месяцы не удастся кардинально решить проблему, со следующего года в качестве хобби, может быть, время от времени останется эта работа, но не более того. Нужны не только конкретно финансовые вложения, но и подсказки, помощь. Вот как можно, я не знаю, привлечь кого-то, там, рекламодателя и прочее. С этим проблемы. Вот. Значит, дальше. Не все так плохо, мы должны сказать, потому что ученым Башкортостана впервые за 17 лет подняли выплаты, пишут пруфы. Значит, правительство республики приняло постановление об увеличении ежемесячных денежных выплат действительным членам и членам-корреспондентам Академии наук Республики Башкортостан на 25%. Теперь действительные члены будут получать 62 500 рублей надбавки к зарплате, только надбавки, а члены-корреспонденты 31 250 рублей. По данным самой организации, за 17 лет реальная ценность выплат значительно снизилась и не соответствует текущим экономическим условиям. Устав Академии наук предполагает приведение выплат в соответствии с аналогичными суммами членам Российской Академии наук, которые с 2025 года составляют 100 и 200 тысяч рублей, соответственно, двум категориям. Вон оно как. Заработная плата члена Академии наук РБ формально соответствует требованию о достижении 200% от средней зарплаты по региону. Ага. Ну, теперь, значит, заживут. Ладно, как говорится, этих людей не так много. Наверное, не стоит особо заострять на этой проблеме внимание. И вообще, остались ли те, кто действительно занимаются наукой в республике, тем более в стенах этой Академии наук? Ну, не знаю, в советские годы вроде бы это учреждение еще как-то себя проявляло, а в последние десятилетия никаких достижений со стороны Академии наук Башкортостана я не слышал. Хотя само существование в Уфе Академии наук всегда преподносилось как фишка Уфы, Башкортостана, что смотрите, у нас есть собственная академия, и значит мы такие, дескать, крутые и продвинутые. Уж не знаю, насколько это можно было действительно так оценивать. Ой, тот же Башинформ хвалится, что один из журналистов агентства стал соавтором сборника. Какого сборника, как вы думаете? Конечно, о специальной военной операции. Дело в том, что в Уфе презентовали книгу «Музы не молчат. Башкортостан» о деятельности представителей СМИ и культуры в зоне специальной военной операции. Ну, пока сам себя не похвалишь, да, никто этого не сделает. И вот журналисты и артисты, с позволения сказать, решили сами о себе написать книгу. Министр культуры Амина Шафикова, приветствуя соавторов издания, отметила, что с начала спецоперации на фронт неоднократно выезжал большой десант представителей сферы культуры, искусства и, конечно же, СМИ. По ее словам, никто не отказывался от ответственной командировки в зону боевых действий. Словом, музыкой, песнями, текстами каждый старался поддержать тех, кто выполняет боевые задачи на передовой. Про них, об их миссии написано в книге «Музы не молчат. Башкортостан». В сборнике говорится о деятелях культуры, писателях и поэтах. Тут одна и та же мысль в материале повторяется, по-моему, уже в 3-й раз. Зачем? Мы поняли, что в этой книге и о ком там написано. Значит, соавторов сборника про СВО и тех, кто готовил ее к печати,
Министерство культуры наградило благодарственными письмами. Вон оно что. Ведомство отметило заслуги войскового священника протоиерея Виктора Иванова, заслуженного артиста России Аскара Абдразакова, народного артиста Башкортостана Расуля Карабулатова, поэтессу Ларису Абдуллину, писателя и драматурга Мунира Кунафина, председателя Союза журналистов РБ Вадута Исхакова, художника Александра Скворнякова и других видных деятелей. Да уж, многие из них лично мне хорошо знакомы и известны. В общем, тут все замечательно, все довольны и счастливые, патриоты, которые делают, по их мнению, важное, полезное дело. Разумеется, мы понимаем, что это не так. Ну что ж, дорогие наши друзья, сегодняшний выпуск также мы будем завершать, как и предыдущие другие, закругляться на этой ноте. Как обычно, жду ваших комментариев, как можно больше, как можно лучше, можно и с критикой, конечно же. Вот. Благодарю за внимание, жду лайков, обязательно нужны они, эти ваши лайки. Удивительным образом, например, на этой неделе наша встреча, которая была в понедельник, не сказать, чтобы она была супер содержательной, она была короткой, но она залетела на большее количество просмотров. Все потому, что там написано про 7 тысяч погибших в Башкортостане в заголовке. Хотя содержание, еще раз, не такое классное. Сегодня мы, на мой взгляд, поговорили более вдумчиво и содержательно. Почему бы сегодняшний эфир не сделать более востребованным? Поэтому лайки и комментарии, дорогие друзья. Увидимся очень скоро. Всем счастливо, хоббла вас, берегите себя и пока.